Сургури. Сегодня, 21 декабря 2022 года, наступает день зимнего солнцестояния, и в эти дни завершается неделя Хурачун, как, кстати, и у славяно-русских Карачун. Хурачун-Ирни завершается победой светлых сил над темными силами. После самых коротких дней и самых длинных ночей наступает один из самых знаменательных дней в истории человечества – 25 декабря. В этот день Раштав Шерембилегемежи у чуваш начинается праздник Сурхури. После насильственной христианизации чуваш и исчезновения носителей истинных духовных знаний, жрецов, мочаваров, народная этимология часто начала понимать и трактовать сургури буквально, как сурахури – овечья нога или сурах-ры – овечье молозиво, утеряв частично первичный смысл этого праздника. Этимология слова сургури сложна и имеет ряд версий. Ученый-лингвист, профессор, доктор философских наук Николай Петрович Петров и другие на основе древнебулгарских источников связывали сургури с персидским иранским языком, где сур – праздник, уяв, а кури – время, вохот. А как мы все знаем, в состав наших чувашских предков, булгар, в числе других, входили ираноязычные племена, часть которых исповедовали зороастризм, а праздник пророка Заратустра ориентирован на день зимнего солнцестояния. Этимологию арабского слова «сура» в Коране равняют с еврейским «шира» – песня, что по-чувашски «юра». Чуваши все свои «верю», «суру» слова, заговоры, молитвы нашептывали и напевали. Вернемся к дню начала Сурхури, 25 декабря. Просвещенные люди прекрасно знают, что в этот день, задолго до рождения Христа, родились Кришна, Митра, Гор, Адонис, Дионис, Осирис и другие боги. И самое главное, этот день считается днем рождения Солнца, когда наступает новый свет, новое время, новый путь, новый мир в философском и мировоззренческом понимании. Чувашла, хевель шурала чаккун, щене шуда, щене вогот, щене тенже пушланать. Сургурибе, тванзем.